Еще задолго до открытия навигации речники Усть-Майского района начинают ремонтные работы судов для выхода на участки по рекам Алдан и Амгам. От того, как они подготовят свой флот, зависит безаварийная работа предприятия. Протяженность судоходства реки Алдан 1209 километров. Обслуживается Алданский районом водных путей и судоходства Усть-Майского района, а именно обстановочными теплоходами путейскими, которые выйдут на свои участки сразу же после окончания ледохода. В межнавигационный период проводится судоремонт в ремонтно-отстойном пункте, и сейчас работники РОПа латают дыры на полусгнивших корпусах старушек-путейках. Корпус сгнил или что? Да, да. Старый, сгнил, конечно. Сколько лет уже? Сколько вот путейская это примерно? Ой, я прошел 84-го, они уже были. Старые, конечно. Частично меняем, вот каждый год одну-две. Более 2 лет работает в РОПе рабочим Михаил Лыткин. Он помогает специалистам в ремонте судов. К слову сказать, работа нелегкая и низкооплачиваемая. Я 20 не получаю даже. 15 получаю. 15, где-то 16. Да. За такую работу под кораблями с металлом. Ну а что сделаешь-то? Усть-Май нигде больше. Ну, нигде. Руководство техучастка до начала навигации укомплектовывает суда командой. Нужны помощники капитанов, мотористы рулевые, матросы, путевые рабочие, повара. За счет практикантов предприятие частично решает проблему нехватки кадров. Вот я не хочу обидеть местных. Но нам предпочтительны, конечно, практиканты. Мы уже надежные, они приехали, отработали, уехали. А местные, ну, сами знаете, да, дисциплина. Сразу после ледохода путейские суда пойдут на речку Амга для обеспечения обстановки, чтобы танкера и сухогрузы за короткий период навигации на маловодной реке смогли завезти в Амгинский район как можно больше необходимой продукции для жизнедеятельности соседнего Улуса. Юрий Таюрский, поселок Усть-Мая.